полноценно, и в том числе и компания тоже. Я не получил основные документы, связанные с администрированием компании. Я не получил две печати, главную и вторую печать, которые должны были, точнее, Харлампина обязана была передать мне, согласно решению Совета. Она это не выполнила. На основании этого я обратился в соответствующую организацию, предоставил решение о том, что я назначен исполняющим обязанности, и изготовил третью печать. Значит, печать находится у меня. Я предупредил Анну Харлампину, что я, когда Наблюдательный совет принял все решения в соответствии с требованиями Наблюдательного совета, актом я передал все документы и даже сказал бутылку шампанского поставил. Как это сделал в 2013 году, когда передавал ей полномочия, когда наступала должность. Значит, ситуация развернулась таким образом в апреле и мае месяце, что мы не имели возможности выплачивать зарплату из-за печати, и когда я изготовил эту печать, соответственно, обратился в органы правопорядка для того, чтобы пригласили госпожу Харламенко и уведомили о том, что она незаконно владеет печатями и документами, на что получил кучу отписок от органов. Все органы говорили, показывали пальцем вверх, оттуда звонок идет, говорит, ничего делать не будем. Слава Богу, нашлись люди, которые не до конца боятся того, и решили, что им нужно расследовать дело, и сегодня до сих пор расследуется дело с печатями. И для того, чтобы не были махинации с печатями, я был вынужден обратиться в ревизионную палату для ликвидации этих печатей. Я обратился в июне месяце, и 3 июля, я июня обратился, 3 июля Монитор официал есть объявление о том, что печать главная и печать номер 2 были признаны недействительными. Последние 5 дней мне стало известно, и я обратился в соответствующие структуры, что госпожа Харламенко применяла эти недействительные печати для того, чтобы любой ценой вступить в должность, хотя она прекрасно знала, что вопрос будет рассматриваться органом, то есть наблюдательным советом, который ее увольнял, тот и должен восстанавливать. И какие-либо действия делать с фальшивой печатью она не имела права. Она это сделала. Я лично обратился в органы правопорядка для расследования в уголовном порядке. Госпожа Харламенко на действия, которые она совершила, это преследуется в уголовном порядке, поверьте мне. И все действия, которые произведены с этой печатью в эти дни, я прошу наблюдательный совет своим решением признать незаконными, в связи с тем, что судебная инстанция пишет в своем решении, что немедленно восстановить, но он не пишет, что это получается за час или за день. Он дает срок органу, который это должен сделать. И Анна Харлампина лично мной была предупреждена судебной инстанцией, и я высказал свое мнение в прениях, что я не признаю законным решением, точнее признаю законным решение увольнения и не признаю решение, которое примет судебная инстанция. И я в лицо судьям сказал ей, что это решение будет незаконным. Я знаю заранее, что судьи под давлением это решение принимали. Поэтому попросил, что незаконное решение, которое вынесет судебная инстанция, хотя бы законно его исполнить. Хотя бы законно. То есть как предусмотрено, здесь у нас есть специалист и представитель судебной инстанции, судисполнения, который знает процедуру, поэтому он вам не дал возможность 10 дней для обжалования. Он прекрасно понимает, что вы имеете право с чем-то, чем вы не согласны, еще и обжаловать. И, к сожалению, произошло то, что произошло. Значит, в промежутке всей ситуации, которые связаны с финансовой деятельностью, я докладывал вам в предыдущих заседаниях. Что касается организационной деятельности, могу сказать, что госпожа Харламенко, мое отсутствие, знаю прекрасно, что у нас с 4 числа, и эта судебная инстанция признала вчера в суде Камрад, куда я лично обращался на жалобу на действия прокурора,
которым я считаю, что больничный лист сфабрикован госпожей Харламенко, она сегодня умышленно хочет получить путем фальшивого документа много денег с компании. И я это решение обжаловал. И судья, который рассматривал, он пришел к выводу, что сегодня у нас в компании двоевластие. То есть Харламенко восстановили, а Перрона еще не освободили. И за этот период, соответственно, какие-либо действия производить нельзя, пока наблюдательный совет не определит своим решением дальнейшую судьбу руководителя. По этой причине заявляю вам, что я эти 5 дней не принимал никаких решений. Господин Харламенко, я вам доложил, что принимала решение, и я вам направил копии писем, которые она отправила в соответствующие органы, доказывает то, что она с фальшивой печатью действовала. В том числе один из органов является судебная система Камрад, куда она обратилась с печатью фальшивой, о том, чтобы отозвать мою жалобу на ее действия, то есть на ее незаконные действия с больничным листом, то есть попытаться быстро прекратить дело. В процессе рассмотрения судебной инстанции выявились справки, выданные якобы бухгалтером компании Левандовской под номером 47 от 10 апреля, когда якобы Харламенко выполняла функции. Эта справка подписана только бухгалтером, а все мы знаем, что никто не имеет права подписывать документы, предоставляя другие органы без руководителя. Соответственно, доказательная база была представлена судебной инстанции, что нет никакого 47-го номера регистрации документа, то есть нет, у меня книги находятся и входящие, и исходящие. Под этими номерами числится обращение в ТИКа и обращение бывшего директора телевидения господина Гайдаржи, который обратился к господину Харламенко на ее незаконные действия. Эти письма есть, и эти регистрации есть. А о чем справка была? О чем свидетельствовала справка? Справка свидетельствует о том, что господин Харламенко заработная плата составляет последние 3 месяца по 6149 рублей. То есть вы сами понимаете, что это доказательство, двойное доказательство, что она нарушала ваше же решение о том, что премировать она себя не может и надбавку получать не может, согласно решению наблюдательного совета. То есть заработная плата составляет 400 тысяч рублей. Она этой фальшивой справкой пыталась доказать, что получить большую сумму через судебную инстанцию, но тут становится проблема. Если мы признаем эту сумму, тогда мы должны задать главный вопрос. Кто выдает справки компании? Почему они не соответствуют тем требованиям делопроизводства и выходят эти справки из компании нелегально? И там старая печать, потому что новую никак не могли получить. По причине того, что господин Харламенко 8 мая 2015 года обратилась в компанию с заявлением: прошу вам выдать справку о заработной плате. И задается вопрос: если вы обратились получить справку и не пришли, ее не получили, а в деле появилась задним числом справка, то мы начинаем понимать, что не все так просто. То есть идет фальсификация документов. Таких документов не один в деле. Было заседание административного суда, рассматривала это дело судебная коллегия. Длилось 7 месяцев. И все, что говорил здесь господин Перрон, он говорил это в суде. Суд по поводу его этих разговоров уже вынес свое решение, отменив постановление, в котором вы инкриминировали мне эти статьи, которые он пытается сейчас заново убедить вас и общественность в том, что Харламенко опять снова в чем-то виноват. По поводу того, что вы говорили до сих пор, и он говорил, суд уже принял к этому отношение. Я еще не приступила даже полностью к своим обязанностям, поэтому я еще ничего нового, как вы говорите, не нарушила и не сотворила, чтобы сейчас опять принимались, выслушивался господин Перрон, и его позиции выслушивались как абсолютная правда. Я констатирую, все, что говорит господин Перрон, это ложь. И я это доказала на суде и докажу еще на любом другом судебном заседании. Когда я уходила с должности на 23 апреля 2015 года на счету в Финкомбанке, значит, на одном счету Финкомбанка было 172 427 или 72 бани. На втором счету, это грант, Финкомбанке было 106 264. На третьем счету Виктории банке было 127 051. И остаток трансфертов из бюджета составлял 2 285 000 леев. Да, достаточных средств для того, чтобы господин Перрон осуществлял свою деятельность полноценно. Не надо было никаких денег искать.
на 4, то есть 5 числа, когда я пришла, я попросила информацию из банка. Значит, в Финкомбанке на счету 378 леев. В Финкомбанке втором грант 00 леев. В Виктории банке 127 леев. Остаток трансфертов из бюджета всего лишь 525 тысяч леев. Я ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы отстранить Харламенко, председателя ГРТ, на время работы комиссии по имеющимся нарушениям, прошу голосовать. Кто на 3 месяца? До конца января, да, получается? Я с вами согласен.